Первый нарушитель не заставил себя долго ждать. Даже в большом потоке за тонированным машинам не спрятаться. Ильнар Гатин рассказывает инспекторам, покупал автомобиль уже с тонировкой стекол. Решил не снимать. У меня наклеено, ну, не сказать, что прям там, как молодые говорят, бункер. У меня простая там небольшая тонировка есть. Для чего она вам нужна? Просто для красоты, честно, для красоты. Мне она никак не мешает. И, естественно, ни от солнца не помогает. Что показывает аппарат? Цвет пропускаемость 90. Это допустимо? Нет. Специальный прибор таумметр определяет процентный показатель света, который проходит через тонированные стекла. По ГОСТу тонировка лобового и передних боковых стекол должна быть не более 30%. То есть стекла должны пропускать не менее 70% света. На задние этот запрет не распространяется. С начала года в республике за тонировку с нарушениями к ответственности привлекли больше 4000 водителей. Около 200 из них повторно. Любителей затемненных стекол не останавливают ни штрафы, ни даже более суровое наказание. Так, за чрезмерную тонировку грозит штраф 500 рублей. А вот за повторное от 2 до 4 тысяч, либо арест до 15 суток. 47,2. Среднее значение 47,2. Штраф будет 500 рублей, в течение 20 дней 250 рублей. В течение суток вы должны привести порядок. У нарушителей есть сутки, чтобы снять незаконную наклейку. Подобный тюнинг может стать угрозой для жизни, говорят как водители, так и пешеходы. В дождливое время мешает посмотреть налево-направо. Или во время, темное время, например, не так, как дальше свет включен в городе. Вот такое время ситуации, может быть, такое аварийная ситуация или пешеходный наезд бывает. Непонятно, что происходит в машине, бывает. И тот или не тот человек находится. Очень много сообщений о том, что, допустим, водитель скрылся с места ДТП. А как еще, соответственно, так, может, кто-то своего знакомого узнает элементарно. Нарушителей автоинспекторы сегодня выявляли по всей республике. Мониторинг участившихся случаев тонирования стекол проводят даже в интернете. Кроме этого, любителей приглушенного света в машинах на дорогах выявляют и сотрудники ДПС на байках. При просмотре различных соцсетей, в принципе, понимаем у некоторых граждан нетерпимость таким административным правонарушением. И даже через соцсети мы тоже также мониторим. Видимо, что такие нарушения участились, то такие рейды будут проводиться чаще. Любителей затемненных стекол автоинспекторы предупреждают, что для усиления мер безопасности на дорогах подобные рейды будут проводить регулярно. Вероника Гайнудинова, Роман Финин, ТНВ, Казань.